Власти то и дело говорят о борьбе с коррупцией и конфискации многомиллионного имущества бизнесменов и чиновников. По словам Садыра Джапарова, с 2020 года власти провели колоссальную работу и искоренили коррупцию в госорганах на 90%. Действительно ли за последние 3 года коррупция в стране практически исчезла? Вот что об этом думают кыргызстанцы. Биздин жашообузда коррупцияны көрүп атасызбы? Барбы? Ооба, көрүп атам. Мисалы кандай каяктан? Школдун өзүндө деле, мисалы садиктерде. Бүт баардык жакта эле коррупция. Особенно 1 сентября начинается вот это: столько-то оплатите, мы примем ребенка, не оплатите, мы не примем. Да у нас на каждом шагу коррупция, на каждом шагу. Я думаю, все равно чиновники уже стали, они боятся брать взятки. Но в школах все равно берут, они вымогают. Поджимают бизнес, допустим. Вижу, по крайней мере, по ленте, там вот в интернете выходит, да, что люди жалуются. Многие жалуются, что их прижимают, там, их бизнес прижимают, отбирают. Вообще коррупцию полностью на 90 никогда никто не победит, но мы видим, что все равно идут какие-то мероприятия, идут какие-то задержания. Ну вот они уверяют, да, что мы боремся, поймали там этого. Вот они же их что, сажают, это что, не коррупция? Они с них деньги снимают, а опять выпускают. Это та же коррупция, правильно? А люди уверяют нас, что вот типа эти деньги МГ ушли, государству, либо еще что-нибудь. А фактически-то нету показаний, нету точного этого, куда эти деньги уходят. Естественно, себе в карман уходят. Пока в нашей стране мир и стабильность, у нас будет полно сил, чтобы погасить все эти долги, потому что бюджет сейчас в 3 раза больше по сравнению с тем, что было до 2020 года. Хотя мы не искоренили коррупцию на 100%, мы устранили ее на 90%, и из-за этого наш бюджет увеличивается. В это трудно поверить, так же, как и не верить. Доказательств мало. Я, например, не верю. Тогда не было бы жалоб, я думаю, если бы она исчезла. Видимо, не исчезла еще. Я думаю, что коррупция еще полностью не искоренена. Некоторые методы, конечно, не нравятся. Какую-то речь, когда произносят, но это не уровень высокопоставленных лиц. Хотелось бы, чтобы как-то все это было этично, а не на простом бытовом языке. Коррупцию невозможно победить. У нас в Кыргызстане иногда за небольшие такие вознаграждения можно проблемы решать. Это не коррупция, это жизнь. 90 деп айтканга болбойт го. Себеп дегенде ар бир киши, менин оюмча, ушул заманда коррупционер ар бир киши. Потому что деген любой жакка барсаң акча албай иштейт дагы, бирок ошо акча жагын кичине анча козгоп, бирок азыр анча эмес, мурдагыдай эмес, жылыш бар. Жакшы эле жылыш бар. Ишенбейм. Жумушка орношсоң деле, ошо окууга барсаң деле баары жок деп коюп эле жасашат баарын эле. Канга сиңип калган да, мындайча айтканда, биздин Кыргызстан. Она везде есть, девушка. Она не только у нас. Я не буду даже на эту тему разговаривать. Те же садики, те же школы, вот эти вступительные взносы, они также ведутся же, в любом случае ведутся. Хоть, конечно, идет такая борьба. В основном соцучреждения, это больницы, милиция, школы. Чем больше заплатишь, тем лучше отношения, более обходительные становятся. Жок кылса кылат эле школдон. Школда аша эле акча чогултканын токтой элек, мисалы. Күндө эле фонддун акчасын төлөгүлө деп эле жалоп кылышып атат. Ал эч болбой элек, аны мен ишенбейм. Действительно, за 30 лет так укоренилось, что мне немножко жалко тех людей, которые сейчас борются с коррупцией. Я, конечно, желаю им, чтобы получилось, но что-то с трудом верится. Задевает это, что не дают людям свободу.